Одной из важных традиций крымских татар после возвращения на родину стали встречи односельчан, которые объединили наш народ, помогли сохранить память и связь поколений. В минувшие выходные в Ахмеджите провели круглый стол «Ойдешлер Курушевлера» – добрая традиция возвратившихся на родину крымских татар. Организатором мероприятия выступила редакция газеты «Голос Крыма». Возникла идея, что надо провести слет организаторов встречи односельчан, чтобы мы могли здесь обменяться опытом, поделиться своими знаниями, какие-то советы друг другу дали. Стоит вопрос о расширении географии встреч односельчан, потому что еще достаточно много сел, где вообще они не проводились. И вторая задача, чтобы это были не просто праздники, а чтобы наука уже тоже использовала в свою пользу вот эти встречи. То есть приезжали ученые, приезжали студенты. Мы понимаем, что старшее поколение потихонечку уходит, и должна сохраняться эта преемственность поколений, и молодежь должна брать в свои руки это большое, великое дело на самом деле. И я считаю, что вот расширять вот этот вот горизонт и использовать Ойдешлер Курушевлу как площадку для фиксирования истории, для научно-исследовательских работ очень важна на сегодняшний день, потому что нам нужно что-то оставить последующим поколениям. Собравшиеся за круглым столом организаторы встреч, ученые и молодые исследователи подчеркнули уникальность данной традиции, укоренившейся в народе и давшей возможность возродить идентичность. В Крыму на момент депортации остались преимущественно крымские татары из Горно-Лесного и Южнобережного Крыма, поэтому встречи именно этих односельчан происходят чаще. Но мне при помощи моих земляков где-то 15 лет назад удалось провести встречу выходцев из Ичкинского района. Благодаря тому, что у нас сейчас есть цифровые технологии, все это хорошо можно зафиксировать по сравнению с тем, что было, допустим, 50 лет назад, да, или даже 30 лет назад. Это фундамент для написания нашей истории. Уже более 30 лет один раз в год выходцы из крымских сел, их дети и внуки спешат к родным местам, чтобы соприкоснуться с историей и прошлым своего села, успеть услышать рассказы тех, кто жил здесь до депортации. Встречи односельчан стали платформой, благодаря которой появилась возможность изучения многих актуальных тем – культуры, истории, топонимики, генеалогии, этнографии. Собранные материалы легли в основу книг о многих крымско-татарских селах. И издание этих книг очень актуально и важно. Там вот образ жизни крымских татар, флора, фауна Крыма, основные и роды известные. Вот я, например, по поводу Гурзуфа, если сказать, я акцент делаю на культуре. Пусть будет книга краеведческого характера, я так решила, потому что мне это ближе. И, конечно, вот зафиксировать, показать, проиллюстрировать – это очень-очень важно. Мен рахметлі бабам Сабық муфтиеті Нури Эфенді, Ажы Нури Эфенді Мустафаев. Біздің лағапымыз Озенбаштан дервишлер еді. Бұл 2003 сенесі шыққан қарита, мына берде yüzлерінен адлар айтылған, yüzлерінен. Обалар, қобалар, білмеймін, төпелер, чайырлар, байырлар, қайырлар. Олар үшінші құланылмайлар. Оның үшін, мына бірен қариталар япылып, язма шекілде бір ерде бұл адлар сақланына қаланы бек мұйымдыр. С каждым годом на встречах односельчан участвует все меньше пожилых людей, уроженцев этих сел. Вместе с ними уходит история, обычаи и традиции. Около 20 лет сбором информации из уст последних очевидцев депортации занимается Гирей Баиров. Это воспоминания, значит, период довоенный, военный период выселения из Крыма. Собираю фольклор, какие-то, может быть, мифы, легенды, там, связанные с Крымом. Сбор как раз того, что знало наше старшее поколение, как раз и сохранит в нас, во следующих поколениях, именно ту, так скажем, идентичность, которая была до 1944 года. Одна из целей организаторов – привлечь к организации встреч односельчан молодое поколение. В этом году по инициативе молодежи, которой не безразлично прошлое своего народа, впервые прошли встречи выходцев из сел Карл, Саватка, Гаспра, Кариис и Мисхор.